новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Аэропорт Алюкминска закроют на ремонт позже назначенных сроков из-за метеоусловий. Морозы ударили по работе коммунальщиков. В Амге котельная не справляется с объемом работы. Завод по производству и разведению рыбы построят в Алданском районе. Все подробности расскажем в этом выпуске. 600 якутян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Она также рассказала, что в республику этим утром доставили еще 22 тысячи доз вакцины. Сейчас идет разгрузка препарата. После маркировки вакцина будет распределена по районам. Всего же в Якутии доставят 69,5 тысяч доз. Сейчас вакцинация проходит в 13 районах республики. Так, в Чурапчинском Улусе первый этап начался в начале января. Вакцина Гамковид-Вак в первую очередь предназначена для медиков и персонала, которые работают в красной зоне, а также для работников образования и социальной сферы. На первом этапе поступило 100 доз вакцины. В течение первого квартала ожидается прибытие 1500 доз. Получившие прививку отмечают отсутствие побочных эффектов. Показаниями для вакцинации являются взрослое все население без ограничения возраста. Противопоказаниями являются детский возраст, беременные, кормящие матеря и хронические заболевания в стадии обострения. Ну и если человек переболел, то он после заболевания, после 6 месяцев имеет право получить. Строительные работы на взлетно-посадочной полосе Алюкминского аэропорта перенесены на более поздний срок. Такое решение принято из-за метеоусловий. Аэропорт будет работать до 26 января включительно. Авиакомпания «Полярные авиалинии» запланировали рейсы 23 и 26 января. Продажа билетов начнется завтра. Морозы ударили по работе коммунальщиков. В Амге котельная, питающая теплом несколько жилых домов и школу, не справляется с объемом работы. Рабочая комиссия ГУП ЖКХ Якутии решила заменить аварийный котел на объекте. Однако сейчас сделать это невозможно из-за холодов. Ситуация находится на особом контроле правительства республики. Замеры температуры в жилых домах и социальных объектах проводят каждый день. У нас тяжелая ситуация по котельным, по работе котельных. У нас котельные работают в полную мощность. По котельной АСОШ-1 приняли решение менять котел, но в связи с тем, что температуры очень низкие, решили пока подождать до нормальной температуры. Это до 40, до 38, и этот вопрос должны решить. В центральной части Якутии вторую неделю держатся экстремально низкие температуры. Так, в городе Покровске сегодня в 6 утра столбик термометра показывал минус 55 градусов. В каком режиме в эти дни работают коммунальные службы, как обстоит ситуация на федеральных и региональных дорогах и приостановлен ли образовательный процесс в школах, узнавала Виолетта Засимова. Хангаласский филиал ГУП ЖКХ, основной поставщик тепла в дома и социальные объекты Улуса, перешел в режим повышенной готовности из-за низких температур еще до Нового года. На случай чрезвычайных ситуаций установлено круглосуточное дежурство руководства и работников. Увеличено количество аварийно-восстановительных бригад и дежурных автомашин. Приведены в готовность резервные источники энергоснабжения в котельных. В случае какой-то аварии, мастера, начальника участка звонит АДС, а АДС уже предупреждает и ДДС на все службы, диспетчерские службы, района и ГУП ЖКХ республики. Согласно сводке единой дежурно-диспетчерской службы района, на прошлой неделе были зарегистрированы 3 случая, когда автомашины глохли в 50-градусный мороз на безлюдных дорогах. К счастью, во всех 3 случаях обошлось без обморожений и жертв. Автолюбителям сейчас настоятельно рекомендуется не выезжать на дальние расстояния. Если выезд все же необходим, отправляясь в дальнюю дорогу, не лишними будут в багажнике одеяло, спички, теплая обувь, портативный аккумулятор Powerbank, лопата совковая, штыковая, топор, аптечка и канистра с топливом. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с номерами экстренных служб и единым номером 112.
Из-за экстремально низких температур школьников района освобождают от очного обучения, но не от дистанционного. Благодаря освоению дистанционной формы обучения во время пандемии образовательный процесс из-за актированных дней, как в прежние годы, не приостанавливается. Ранее актированные дни проходили так: домашние задания по WhatsApp, и мало кто знал понятие Zoom, Discord и прочие приложения, которые мы сегодня применяем в образовательном процессе. Как уже говорили ранее, таких аномальных холодов не было в Якутии уже лет 10. И, судя по прогнозу погоды, они продержатся до конца недели. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Алекминске введен в строй долгожданный объект «Жилой дом» в одном из микрорайонов города. Ключи от новых квартир получили более 70 человек. Среди них дети-сироты. На торжественной церемонии побывала Елена Фаст. Новое жилье – всегда большое событие. Именно таким оно и стало. Вручение ключей в новехоньком доме в микрорайоне ЗСМ, несмотря на ощутимый холод, собрало всех. Ключи получили 55 жильцов по программе переселения и 16 человек по программе обеспечения жильем детей-сирот. Для всех это долгожданный момент. Кто-то уже планирует, как обустроиться на новом месте. Мы хоть дождались? 2005-2006, наверное, мы очень хотели куда-нибудь переехать, но тогда еще переселения не было. Мы с ребенком там в Черемушках, когда жили, сами полы поднимали, утепляли, как могли, все засыпали, все делали. Ну, возможности как бы такой программы не было. Сейчас, конечно, хорошо, что есть такая программа по переселению. Все довольны. Виталий Тимофеевич, как наиболее активный житель, участвовал в традиционной процедуре. У него же в руках долгожданный ключ. Мы столько лет ждали этого момента. Супруга, сколько раз были слезы, страдания. Но все-таки пришло наше время. Даже не верится, что наконец-то мы обрели достойное жилье. На строительном рынке застройщик не первый год убежден, строить надо на совесть. И дело не в обязательных 5 лет гарантии. Он живет среди этих людей. Да и любить надо дело, которое делаешь. Это у нас 10-й дом, вообще в Алекминске нами построенный. Вот за этим домом у нас идет интенсивное строительство еще одного дома. В конце февраля, в марте будем его сдавать. Каждый объект важный. Каждый объект – это как наше детище. Мы, тем более, компания, которая, мы застройщики, мы живем в этом городе, мы эти дома каждый день видим. Ждут своего часа жители соседнего дома. Осталось совсем немного. Да, в следующем доме. Долго ждали вообще? Да, очень долго. Долгожданно этот дом ждали все, весь город, те, которые переехали. Я думаю, что очень рады, безусловно, потому что сколько здесь народу собиралось, и все лица радостные. Это очень такое большое событие для нашего города. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Завод по производству и разведению рыбы построят в Томоте. Проект реализуют на основе государственно-частного партнерства. Подробности у Руслана Павлова. Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Сахамин Афанасьев и генеральный директор железных дорог Якутии Василий Шимохин подписали соглашение о возведении в городе Томоте завода по производству и разведению рыбы. Это будет второй подобный завод на территории республики. Здесь не секрет, работают многие недропользователи, природопользователи, которые работают с водными объектами. При заборе воды из водных объектов происходит негативное воздействие на водно-биологические ресурсы, и это, естественно, надо компенсировать. А компенсировать надо такими видами рыб, которые как раз находятся на этих водных объектах, и именно мальками того бассейна, где происходит водозабор. Как заявил инициатор проекта Василий Шимохин, уже определены место под строительство и кандидатура директора будущего завода. Директор завода и замминистра должны посетить Красноярский край, посмотреть, как там все это разводится. Для того, чтобы начать в этом году, я думаю, мы начнем. Там 2 вопроса у нас по изучению, скажем, ресурсов и 1 начало проектирования. И, возможно, какие-то подготовительные работы с точки зрения землеотвода, тех условий и так далее.
Кроме того, Сахамин Афанасьев провел в Алдане выездное заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение влияния радона в Алданском районе. По словам министра, дорожная карта определена, уже есть результаты, в том числе и по введению района в программу «Чистая вода». Норма по радону выдерживается, но по водозабору проблема существенная, ее надо решать комплексно. То есть проводить изыскательские работы, проектно-сметную документацию готовить и включаться в федеральную целевую программу по чистой воде, чтобы обеспечить население Алдана соответствующей водой, которая отвечает и предохранным, и санитарным нормам. Но в этом отношении работа началась. Также министр обсудил рабочие моменты с представителями родовых общин и охотопользователей. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В музее Ярославского в Якутске открылась выставка «Жизнь, посвященная народу», приуроченная к 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Ильи Винокурова. В суровые годы Великой Отечественной войны он предпринял меры, которые смогли защитить народ от страшного голода. Благодаря ему в те годы удалось преодолеть продовольственный кризис. Посетители выставки увидят личные вещи, фотографии и награды талантливого руководителя. Отметим, этот год в Намском районе объявлен годом Ильи Винокурова. От всех потомков нашего отца сказать огромное спасибо, во-первых, правительству республики за то, что чтят его память Ильи Егорыча, а во-вторых, самое огромное спасибо и поклон нашим намским землякам. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.